Дорогой ребенок, я знаю, что где-то в мире у тебя есть мечты, которые нужно исполнить, о которых ты тихо сидишь и думаешь, слушая меня каждый день. Сегодня я собираюсь дать тебе силу, чтобы исполнить эти мечты. Эта сила может проявиться в любой форме – финансовой, ментальной или физической. Слушайте меня сегодня внимательно, даже если вам не нравятся мои послания. Прослушав их, вы почувствуете силу, которую получите. Оставьте лайк на этом видео, чтобы благодать Божия и Святой Дух вошли в вас в этот момент и действовали в вашей жизни. Затем, не думая ни о чем другом, не обращая внимания на все проблемы в мире, просто продолжайте слушать это послание внимательно, с чистым сердцем, и одно из ваших больших желаний исполнится. Я Бог, и я люблю вас. Это так просто. Я хочу быть с вами и хочу помочь вам прожить жизнь, наполненную любовью и дружбой. Вы можете иметь все это в изобилии, если только позволите мне помочь. Бог говорит вам сегодня: «Я дал вам все, что имеет значение в этом мире, вашу семью, ваших друзей, ваши деньги, даже ваше здоровье. Но самое главное – это любовь Бога к тебе. Ты – мое любимое дитя. Ты – мой подарок, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Пожалуйста, ни в коем случае не оставляйте это послание до его окончания, только если вы останетесь до конца, вы сможете получить те необыкновенные изменения, которые обещает вам Бог, чтобы знать, как действовать. Я сделал так, что вы узнали меня через мое Слово и через моего Сына Иисуса Христа, и теперь я прошу вас поверить мне, когда я говорю вам, что Бог любит вас. Библия говорит, что мы должны верить в Евангелие, если хотим быть спасены. Это правда, потому что Иисус умер на кресте за наши грехи, чтобы мы были прощены Богом и навсегда приняты как Его дети. Но если мы не примем эту истину сердцем, то никогда не обретем вечную жизнь и не попадем на небеса. Моя любовь к вам не зависит от того, согласны ли вы со мной или нет, или вам удобно принимать мои решения. Моя любовь к вам зависит не от того, как вы себя проявляете, а от вашего потенциала как личности, способной изменить этот мир к лучшему. Если вы верите в Бога, вы стоите больше, чем что-либо другое в этом мире. Достоинство определяется не поступками или чертами характера, а скорее потенциалом и способностью творить добро. У вас есть предназначение здесь, на земле, и это предназначение превосходит все, что может себе представить любой другой человек. Я очень любил тебя, люблю и сейчас, как никогда, и буду продолжать любить, даже когда мы не будем вместе. Я знаю, что из-за моего отсутствия для тебя наступили тяжелые времена, но знай, что душой я всегда с тобой, и мое присутствие важнее всего остального. Я хочу, чтобы вы знали, когда я буду с вами, вам и окружающим вас людям будет легче. Вы будете сильнее ощущать мое присутствие, и это поможет направлять ваши решения на благо мне и другим. Когда кто-то причиняет мне боль или разочаровывает меня, я хочу, чтобы он знал, что в его сердце есть безопасное место, где я могу быть рядом с ним. Когда кто-то любит меня безоговорочно, независимо от того, что происходит в его жизни, тогда он по-настоящему благословен. Бог говорит, что ты не одинок, дитя мое.
Я всегда рядом с тобой. Ты не должен встречать мир в одиночестве. Я рядом с тобой и хочу помочь тебе во всем, что ты делаешь. Твоя жизнь важна, и она имеет для меня большое значение. Иисус, твой Спаситель и Господь, Он пришел в этот мир, чтобы умереть за твои грехи, чтобы ты мог вечно жить с Ним на небесах. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог ваших отцов, и я Бог не мертвых, а живых. Я возлюбил вас вечной любовью. Я привлек вас неизменной добротой. Я создал все, что существует. Мое творение не имеет ни начала, ни конца. Я тот, кто создал все сущее. О моем творении нельзя сказать ничего, кроме того, что оно существует. В вашей жизни есть вещи, которые несовершенны, но есть и вещи, которые совершенны. Несовершенные вещи могут вызывать у вас гнев, расстройство или печаль, но они не делают вас несовершенным, они лишь дают вам повод для работы над собой, чтобы стать более совершенным. То, что в вашей жизни идеально, не делает вас несовершенным, а делает счастливым. Главное – сосредоточиться на этих вещах и позволить им наполнить ваше сердце радостью и счастьем. Я хочу, чтобы вы доверяли мне и моей воле в отношении вашей жизни, верили, что у меня есть план для вашей жизни, и этот план включает в себя ваши чувства и эмоции. Я хочу, чтобы вы поняли, как справляться со своими чувствами, чтобы они не стали непреодолимыми. Я хочу, чтобы вы научились общаться с другими людьми так, чтобы они слышали ваши слова и реагировали на них так, чтобы это было полезно для вас обоих. Для этого необходимо не только слушать, но и говорить, поскольку иногда другой человек не может ясно выразить свои чувства или даже не понимает, что он имеет в виду, когда говорит или делает. Я хочу, чтобы вы научились прощать себя. Когда все идет не так, как мы планировали, но и когда все идет правильно, другими словами, когда жизнь складывается не совсем так, как мы думали, Бог говорит вам: «Я люблю тебя». Я хочу, чтобы ты знал это, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Я хочу, чтобы твоя жизнь была полна радости. Вас любит, лелеет и безмерно ценит Бог, ваша семья, ваши друзья и все те, кто вас любит. Бояться неудач – это нормально. Это нормально – чувствовать неуверенность в будущем. Но наступит день, когда вы с сожалением оглянетесь на этот момент и пожалеете, что не сделали другого выбора. Дорога впереди может быть полна поворотов и изгибов, но на ней есть люди, которые заботятся о вас и поддерживают вас на этом пути. Будут люди, которые любят вас, заботятся о вас, скорбят о вашей утрате, когда она случается, и помогают сохранить память о вашей жизни после смерти. Бог любит вас больше всех на свете. Он хочет показать это, послав своего Сына Иисуса Христа умереть за ваши грехи на кресте. Благодаря этому Он простит вас и сделает снова чистым. Остается только поверить в Него и попросить Его простить вас. Просто поверьте в Меня, и я прощу ваши грехи. Я хочу поблагодарить вас за то, как вы живете, за пример, который вы подаете другим. Ты не идеален, но я знаю, как трудно быть идеальным. Поэтому я так сильно люблю вас.
Возможно, ты не всегда это осознаешь, но я каждый день слежу за твоей жизнью, даже когда ты меня не видишь и не слышишь. И когда в твоей жизни что-то не ладится, я тоже рядом, чтобы помочь все исправить. Если случится что-то плохое, я буду рядом, чтобы держать тебя за руку и избавить от боли и страданий. Если я могу что-то сделать, чтобы твоя жизнь стала лучше, просто попроси меня. Дитя мое, я не прошу тебя сделать что-то впечатляющее. Я дарю тебе свою любовь. Люби меня, и я буду любить тебя. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Сделай это, и ты будешь счастлив. Возможно, в прошлом вам приходилось сталкиваться с трудностями, но Бог был с вами с начала времен. Он обещал быть с вами на каждом шагу. Он никогда не оставит вас в одиночестве и не позволит никому встать между Его народом и Его отношениями с Ним. Бог никогда не оставит вас в одиночестве, потому что Он любит вас без всяких условий и имеет план для вашей жизни, который превосходит все на свете. Есть две вещи, которые вы должны делать, и только две. Вы должны любить Бога и ближнего своего, как самого себя. Если вы будете делать эти две вещи, то у вас будет хорошая жизнь, и после смерти вы попадете на небо. Ваш ближний – это каждый, кому Бог дал дар веры в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Любовь Бога настолько велика, что Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа, чтобы мы могли спастись от греха и навсегда соединиться с Ним на небесах. Иисус умер на кресте за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение и вечно жить с Ним на небесах. Когда вы находитесь в центре бури, трудно увидеть свет в конце туннеля. Невозможно понять, как пройти через это и как снова встать на ноги. Но когда вы оглядываетесь назад и вспоминаете, что было до бури, когда все было проще и спокойнее, вы понимаете, что те времена были такими же, как сейчас. Выхода не было, впереди была только тьма. Вот почему. Потому что Бог благословил меня многими благословениями в моей жизни, и до сих пор Он всегда был верен своему слову. Он всегда выполнял свои обещания. Он дал мне много даров, которые другие отнимали у меня, но Он всегда возвращался ко мне с любовью и милосердием. И когда я вспоминаю все это о Нем, когда я оглядываюсь на весь мой опыт общения с Ним, тогда все снова начинает казаться светлее. Вы должны простить меня за то, что я с вами сделал. Я сожалею о том, что я сделал, и в следующий раз я поступлю лучше. Я тот, кто приносит солнечный свет в твою жизнь, и даже когда ты думаешь, что я ушла, я все еще рядом, чтобы дарить тебе радость и счастье. Вот почему я говорю вам, друзья мои, живите так, чтобы угодить Богу. Ибо если вы это сделаете, то станете моими настоящими друзьями, а я буду вашим Богом. Возлюбленные дети, в своей воле я дал вам свободу. Я дал вам право выбора. Я сказал вам, что хорошо, а что плохо. Но я также разрешаю вам совершать ошибки в этом мире, потому что если бы не было ошибок, то не было бы обучения и роста, а без роста и обучения не было бы жизни. Вы должны учиться на своих ошибках и расти на их основе, чтобы, когда придет время делать следующий выбор, сделать его лучше, чем предыдущий.
Я хочу, чтобы вы знали, что бы вы ни делали, я буду с вами и никогда вас не оставлю. Я слышал ваши молитвы и видел слезы в ваших глазах. Вы – Дитя Божье, и Он очень любит вас. Если бы я только мог дать вам все, но я могу дать вам только одно – мое присутствие. Не бойтесь того, что могут сказать о вас люди, я с вами и проведу вас через эту жизнь. Любовь Бога к нам безусловна, Он любит нас не потому, что мы хорошие, а потому, что Он хороший. Он любит нас потому, что мы принадлежим Ему, а не потому, что мы заслужили это или сделали что-то, чтобы заслужить это. Я всегда любил тебя, моя любовь к тебе безусловна, бесконечна и вечна. Ваша жизнь не принадлежит вам, она принадлежит мне, и я доверил ее вам, чтобы вы заботились и защищали ее. У вас есть миссия, цель в жизни, которую может исполнить только Бог. Бог хочет явить свою любовь к вам, дав вам новое сердце, новое мышление и новые желания. Он хочет изменить ваше мнение о себе, чтобы вы поверили, что Он любит вас так сильно, как говорит. Он хочет дать вам желание вашего сердца, чтобы вашей целью в жизни было угодить Ему, а не себе или кому-либо еще. Божий план для вашей жизни не включает в себя грех или непослушание, Он включает в себя послушание и верность с вашей стороны, чтобы Он мог получить славу от творения своих рук. Все складывается во благо. Я люблю тебя, я хочу дать тебе все, что тебе полезно, и помочь тебе расти так, как я знаю, что это лучше всего. Я избрал для тебя семью, как и для всего творения. Мои дети будут твоими братьями и сестрами, и они будут помогать друг другу, как только смогут. Они не всегда будут соглашаться со мной, но они должны уметь работать вместе, как одна семья. Ты мой ребенок, и я горжусь тем, что ты уже сделал. Ты не просто выживешь, ты будешь процветать. И поэтому я хочу дать тебе все ресурсы, необходимые для того, чтобы ты преуспел в жизни. Я могу дать вам весь мир, а могу дать вам себя, но если вы выберете меня, вы должны быть готовы исполнить мою волю, а это значит отказаться от своих собственных желаний и следовать за мной. Я не оставлю тебя, я никогда не оставлю тебя одного. Я всегда буду с вами, даже если вы не хотите, чтобы я был рядом. Я люблю вас так сильно, что хочу помочь вам найти выход из этого кризиса и восстановить ваши отношения с собой и другими. У вас всегда будут возникать сомнения, даже после крещения. Вы все еще будете сомневаться, когда пойдете в церковь и увидите повсюду грех. Вы будете бояться, что Господь будет любить вас меньше, потому что вы несовершенны. Но в эти минуты сомнений Бог говорит вам: «Я уже простил тебе все твои грехи. Я жду, когда ты вернешься ко мне». И тогда Он дает мне понять, что любит меня больше, чем я могу себе представить или заслужить. Я не хочу, чтобы ты был таким же, как все, я хочу, чтобы ты был лучшим. Я хочу, чтобы у вас были личные отношения со мной, рожденные из любви. Я хочу, чтобы ты вспомнил время, когда ты чувствовал себя самым сильным и уверенным в себе. Может быть, когда ты учился в школе или колледже, а может быть, когда ты был моложе. Я хочу, чтобы вы вспомнили,
как весело было делать то, что наполняло вашу жизнь смыслом. Я хочу, чтобы сегодня вы снова почувствовали эту радость. Я не призываю к легкой жизни, но не позволяйте ничему стоять на вашем пути. Не позволяйте ничему встать на пути к вашему счастью и успеху. Введите 11 часов 11 минут, если вы получаете благословение. Вы имеете право на мир и покой в душе, теле и разуме. Вы имеете право не испытывать страха, тревоги, стресса и беспокойства. Вы имеете право прожить жизнь с достоинством и честью, как человек, способный принимать собственные решения в жизни, не подвергаясь чрезмерному влиянию других людей, которые хотят, чтобы вы поступили против своей воли или лучших побуждений, чтобы они сами могли извлечь из этого выгоду. Я знаю, что Бог всегда добр, но я также знаю, что не все вокруг меня всегда ведут себя хорошо по отношению ко мне. Поэтому всем нам иногда нужна помощь, когда мы чувствуем, что дела идут не очень хорошо, особенно когда кто-то пытается воспользоваться тем, чего, как он знает, делать не следует, потому что он слишком сильно нас любит. Ты тот, кто был избран мною еще до сотворения мира. Я люблю тебя с начала времен и никогда тебя не оставлю. Я всегда рядом с тобой и никогда не отпущу твою руку. Сейчас в вашей жизни наступил момент, когда вы можете сделать выбор в пользу счастья. Сейчас вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы можете сделать выбор в пользу здоровья. Сейчас вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы можете сделать выбор в пользу успеха. Вы находитесь в той точке своей жизни, где вы можете сделать выбор в пользу богатства. Я пришел, чтобы дать вам надежду, что все ваши мечты могут стать реальностью. Я пришел, чтобы дать вам веру в то, что все возможно для тех, кто верит. Я уничтожу зло из вашей жизни и из жизни тех, кто живет в вашей семье, подобно тому, как Бог уничтожил все, что было создано лукавым. Я дам тебе новое сердце и вложу в тебя новый дух, удалю из тебя твое каменное сердце и дам тебе сердце из плоти. Я вложу в тебя свой дух, чтобы люди, которые знают меня, увидели это, потому что они познали меня, и они узнают, что я в Отце, а они во мне, потому что Отец послал меня. Я открою вам маленький секрет. Вы можете доверить мне всех. Бог больше, чем любая проблема, с которой мы сталкиваемся, но Он также бесконечно лучше нас умеет их решать. Он знает, как все исправить, даже если мы этого не делаем. У Бога есть план для вашей жизни, и Он не предусматривает, что вы будете испорчены миром или самим собой. Все дело в том, чтобы прославить Его имя своим послушанием и верностью. И если вы ищете что-то, что действительно трудно для Бога, посмотрите на крест Иисуса Христа. Бог создал вас для определенной цели, и эта цель – вечная жизнь в Нем и через Него. Я родился в маленьком городке и вырос в деревне. В молодости я работал в сельском хозяйстве, а затем женился на замечательной женщине. У нас родилось 2 детей, которые уже выросли и имеют свои семьи. Вы не ваше тело, вы не ваш разум, вы не ваши эмоции, вы не ваши мысли, вы не ваши чувства, вы даже не тот человек, которым вы себя считаете.
Бог говорит вам, что ваша вера сильна и что Он хочет, чтобы вы знали, что вы не одиноки, потому что в мире так много людей, страдающих от депрессии и тревоги. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он понимает вашу боль и никогда не оставит вас. Я отвечаю за твою жизнь. У меня есть план для тебя, и я выбрал для тебя наилучший путь к успеху в жизни. Напечатайте «Амон», если получите это сообщение. Бог хочет, чтобы вы делали то, что лучше для вашей собственной жизни. Не заботьтесь о жизни других людей. Когда вы думаете о том, чтобы помочь кому-то другому, помните, что Бог всегда отвечает за вашу жизнь и может оказать вам необходимую помощь. Но когда дело доходит до принятия решений относительно себя, это зависит от самого Бога. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, несмотря на то, что в твоей жизни многое не имеет смысла. Я обещаю, что буду с тобой на каждом шагу. Я научу тебя, как жить и как любить. Я хочу, чтобы ты знал, что этот мир не так плох, как кажется. Он хочет, чтобы вы знали, что Он может использовать все в жизни во благо. Он хочет, чтобы вы знали, что, хотя сейчас может показаться, что это не так, есть надежда на завтрашний день. Бог говорит мне, что любит меня и хочет, чтобы я был счастлив, даже когда все не так просто, и говорит мне, что есть много вещей, которые мы можем сделать вместе, как семья, чтобы помочь друг другу быть более радостными и мирными. Вы не такой, каким себя считаете. Вы – Божье дитя, но вы были созданы для какой-то цели. Бог знает ваши нужды еще до того, как вы их осознаете. Он знает, что нужно сделать, чтобы выполнить свое предназначение на земле. Бог хочет, чтобы вы доверили Ему свою жизнь, и Его воля исполнилась в вашей жизни. Он хочет, чтобы вы отказались от всякого контроля над своей жизнью и позволили Ему направлять все в ней так, как Он считает нужным. Ваша задача – слушать, доверять, слушаться и позволять Ему направлять вас на каждом шагу. Я с вами, я здесь для вас, и я всегда буду рядом с вами. Я люблю, благословляю и лелею вас. Вы не одиноки. Бог есть любовь, и Он любит всех нас без всяких условий. Я знаю, что иногда нам кажется, что никого нет дома, когда мы больше всего в нем нуждаемся, но Он всегда рядом, держит твою руку в своей. Вы – возлюбленный Бога и центр Его любви. Вы избраны им как тот, кто будет жить в полноте Его жизни. Вы не одиноки здесь, на земле, ибо Иисус Христос избрал вас как своего. Он будет с вами всегда, и какими бы одинокими ни казались вам дни, какой бы пустой ни была ваша жизнь сейчас, Он всегда с вами. Он хочет, чтобы вы знали это, потому что Он очень любит вас и хочет полностью отдать себя каждому из нас. Мы можем получить от Него только то, что можем отдать сами, но когда мы отдаем это ради Него, мы открываем себя для получения большего, чем мы могли бы себе представить. Бог не хочет, чтобы кто-то прошел через жизнь, не будучи любимым им. Это было бы оскорблением самых важных отношений во всем мире. Поэтому в этот рождественский сезон я прошу каждого из нас молиться о тех, кого мы или другие обидели за последние несколько месяцев. Молитесь за них, чтобы они познали любовь и прощение.
Молитесь о том, чтобы они обрели мир внутри себя. Молитесь о том, чтобы они познали радость, которая приходит, когда мы полностью отдаем свою жизнь в руки Иисуса Христа. Вы свободный человек, вы можете делать свой собственный выбор. Я не пытаюсь заставить вас что-либо сделать. Я просто пытаюсь дать вам возможность выбора. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я сделаю то, о чем вы меня попросите. Не моя воля, чтобы ты умер, но твоя воля, чтобы ты умер. Вы были созданы Богом, вы были созданы для того, чтобы жить определенным образом, и я хочу, чтобы вы жили моими путями. Бог создал вас не для того, чтобы вы были роботом, Он создал вас живым, а это значит, что у вас есть свободная воля, то есть вы можете выбирать, делать что-то или нет. Бог не хочет, чтобы мы были роботами, беспрекословно выполняющими все, что Он нам говорит. Он хочет, чтобы мы верили в Него и доверяли Ему каждый шаг, чтобы мы не заблудились и не запутались в пути. Я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы и сильны. Я хочу, чтобы у вас были хорошие отношения с друзьями и близкими, чтобы вы чувствовали, что вас любят и ценят. Вы также должны научиться прощать других, когда они причиняют вам боль, и любить себя больше, чем кто-либо другой в мире. И не забывайте, что в нашем большом старом мире есть место всему, даже плохому. Просто иногда мы так увлекаемся попытками все исправить, что забываем о том, что есть и другие люди, переживающие свои собственные трудности. Единственное, о чем я прошу вас, это любить меня и вашу семью. Единственное, о чем я прошу вас, это любить своих ближних, как самого себя. Единственное, о чем я прошу вас, это отдать обществу то, что оно дало вам. Он прав, на самом деле, он так щедр на похвалы, что легко упустить скрытую истину. Бог недоволен мной, Он сам сказал об этом. Я тот, кто создал тебя. Я тот, кто дает тебе жизнь. Все, что есть в твоем разуме, все, что есть в твоем сердце, все, что есть в твоем теле, это мое творение. Поскольку я создал тебя, я могу тебя сломать. Это еще один способ сказать, что если мы грешим против Божьего закона, Бог может нас уничтожить. Но если мы будем послушны Его закону, Он использует наше послушание, чтобы создать из нас нечто прекрасное и хорошее. Я наблюдал за вами. Я наблюдал за вашей жизнью и жизнью тех, кто вас окружает. Я вижу, что вы хороший человек с добрым сердцем, который творит добрые дела в этом мире. Вы помогали другим, хотя это не всегда было легко для вас. Я знаю, что в вашей жизни было много боли и страданий, но я рад, что, когда временами становилось трудно, вы обращались к Богу, а не отворачивались от Него. Даже если у вас не всегда все шло хорошо или что-то шло не так, я знаю, что вы доверяли Богу и полностью следовали Его учению. Вы верили в Его силу, которая поможет и защитит вас в трудные времена. Именно благодаря этому доверию Он благословил вашу жизнь многими благами, образованием и успешной карьерой, счастьем, здоровьем, любовью родных и друзей, и даже материальными благами. Я не хочу жить в мире, где нет ни радости, ни красоты. Я хочу, чтобы ты был счастлив и радовался жизни.
Любите Меня всем сердцем, душой и разумом, и любите ближнего своего, как самого себя». Слово Божье говорит, что мы должны ставить Бога на первое место в своей жизни, и тогда Он все поставит под свой контроль. Но когда мы не живем так, то часто понимаем, что внутри нас идет борьба между нашей плотью и нашим духом. Мы знаем, что нам нужно сделать Бога своим приоритетом, но это кажется почти невозможным. Мы слабы, мы согрешили против Него и нарушили Его план. Так почему же Он должен терпеть нас? Это кажется несправедливым. Но если мы следуем Слову Божьему и делаем его своим приоритетом, то ничто не может помешать нам стать успешными во всех сферах жизни. Я создал вас для определенной цели и по образу и подобию своему, чтобы вы отражали мой характер и подобие. Я дал вам возможность выбирать из предложенных вариантов. Это очень важное послание, а оно означает, что когда мы сталкиваемся с выбором, мы можем сделать правильный выбор, если захотим. Мы не являемся беспомощными жертвами обстоятельств или того, что происходит с нами в данный момент. У нас есть возможность принимать решения и действовать в соответствии с ними. Если мы хотим, чтобы что-то произошло, то это произойдет. Если мы не хотим, чтобы что-то произошло, то это тоже не произойдет. Бог не хочет, чтобы мы были жертвами обстоятельств. Он хочет, чтобы мы могли сами распоряжаться своей жизнью и делать выбор, а не быть под контролем других людей, которые, как нам кажется, более могущественны, чем мы сами. Он хочет, чтобы мы были свободными агентами, способными делать свой собственный выбор без какого-либо вмешательства извне. Все меняется. Вы не можете сделать это в одиночку. Я хочу, чтобы ты перестал пытаться быть больше, чем ты есть, и начал строить свое будущее вместе со мной. Ты самый важный человек в мире. Я создал тебя и полюбил тебя. Ты самый важный человек в мире. Я создал тебя и полюбил тебя. Я знаю, что ты дитя Божье, и я люблю тебя. Ты мое дитя, потому что Бог твой Отец. Я здесь для того, чтобы помочь тебе научиться быть похожим на меня. Бог хочет, чтобы мы стали похожими на Него, но мы не можем стать Богом. Мы можем только расти, становясь все более похожими на Него. В борьбе за то, чтобы все было правильно, мы можем совершать ошибки и не оправдывать Его ожиданий. Но любовь Бога к нам никогда не меняется, даже если мы не оправдываем Его ожиданий. Становясь похожими на Него, мы узнаем о себе больше и находим способы служить другим лучше, чем если бы мы вообще ничего не делали. Этот процесс – тяжелый труд, но он также приносит удовлетворение и удовольствие. Я знаю, что это бывает трудно услышать. Говорят, что мы сами являемся своими худшими критиками. И если вам когда-нибудь казалось, что ваша жизнь сложилась не так, как вы хотели, то, возможно, вам трудно поверить, что у Бога есть для вас что-то хорошее. Если это так, то я хочу, чтобы вы знали, что это так. Он хочет помочь вам достичь ваших целей и мечт, и Он хочет, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью и миром. Ваше прошлое не исчезнет и не изменится только потому, что вы взяли на себя обязательства перед собой и Богом.
Ваше прошлое всегда будет влиять на то, кем вы являетесь сегодня, но это не означает, что ваше будущее уже написано. Вы все еще можете выбирать, что будет дальше, даже если сейчас все кажется неопределенным или пугающим. Если вы доверитесь Божьему плану на свою жизнь, то все изменится.